Друзья мои, всем большой привет! Как я вам вчера и обещал, у нас сегодня опять покатушки. Обкатываем наш новый мотор Шармакс. Пока никаких претензий. Все работает четенько. Не знаю, как по расходу будет видно. Но напор воды в воду качает, работает ровненько. И самое главное, мы уже прокатались больше 3 часов, обкатывая вот на таких малых и средних оборотах. И после 3 часов, согласно руководству по использованию этого мотора, я уже могу ненадолго дать полный газ. То есть дать полный газ, проехать там полминутки, минутку и опять сбавить обороты для того, чтобы мотор остыл. То есть от полного к среднему на малых оборотах. То есть сегодня у нас покатушки будут больше 2 часов, около 3 часов, я так рассчитываю. И мы будем изредка давать полный газ. Так, ну вот, включил смартфон, настроил приложение спидометр. Вот такое приложение. И сейчас мы ненадолгое время дадим полный газ и посмотрим, сколько выдает, сколько может этот мотор на полной скорости по течению на лодке Уралочка. На Казанке или на Обяжке он дал бы, конечно, больше. На Меркурий 9.9 для сравнения по течению что-то 26 километров в час вроде бы выдавал он пустое, если память не отменяет. Ну что, пробуем. Мотор Шармакс 9.9, 4-й час обкатки. Где-то 3,5 примерно часа обкатки на малом среднем газу. Сейчас ненадолго дадим полный газ. Сейчас включим, посмотрим сначала, сколько он на малых оборотах километров в час дает. 11 километров в час. Нет, это на средних. На малых, видите, по инерции сколько еще лодка идет. Газ кинула, она шла и шла еще сколько, очень долго. 9. Лодка очень инерционная. И даже после того, как ты полностью выключил двигатель, она идет своим ходом. Вон, потихонечку скидывает 8, 5, 7-8 километров в час. Это на малых оборотах. И теперь мы плавненько будем набирать обороты до полного газа. Поехали. Тринадцать, 14, 15. Чувствуется. 17, 18.
это нос лодки. Нужно немножко загрузить человека еще спереди. 26. А газ все прибавляется и прибавляется. Чувствуется моща 27. Вон как мелко здесь. Задеваем дно. Песчаное дно. Километров в час. Ну, я думаю, если бы спереди сидел человек, скорость была бы, наверное, еще немножко больше. На Обяжке или на Казанке эта лодка будет летать по-любому. Этот мотор, вернее. В общем, по течению поднимал 27 километров в час. Но чувствуется, что лодка вот так вот поднялась, нос лодки. И если загрузить нос, она выровняется. Я так думаю, километра 3 еще прибавится. Но не важно здесь на этой лодке сама скорость, сколько грузоподъемность этой лодки и проходимость. Так что основные преимущества. Вот сейчас вот еду на средних оборотах, получается. У нас 16 километров, 17 километров в час. Вот так. Если ехать в районе 20 километров в час на средних оборотах, это самые, можно так сказать, экономичные для топлива. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Ну а так чувствуется, что моща в моторе есть. И если поставить на казаночку, я так думаю, 40 км в час обеспечено. Мы это обязательно проверим в будущем. Поехали. Масленица. Бывает и под таким проливным дождем приходится ехать, потому что надо. Опа-на. Пятая точка стала сырой. Ой-ой-ой. Мы немножко постоим. Там-тарадам-та-там-тарам.
Как мы видим, не один я такой, еще лодка есть. Ладно, осталось немножко, сейчас скоро начнется рыбалка. Ну вот, полчаса проливного ливня, и опять вышло солнышко, туча ушла, жизнь наладилась, все прекрасно. Познаем все прелести нашей северной природы. У природы нет плохой погоды. Каждая погода хорошо. Часов так, 3 было, 4, 5. 5 с лишним часов уже мотор работает. Полет нормальный. Малый, полный, средний. Сейчас вот еду на средних оборотах. Полный газ здесь и не нужен. Самый экономичный расход это вот чуть ниже среднего даже. Потому что прибавляешь газ, скорость не намного становится больше, но расход уже заметно больше. Чувствую по звуку мотора даже. Вон. Это на казанке или на обяжке, да. А тут надо нос нагружать, потому что вот нос начинает поднимать и уже лодка идет по-другому. А вот так на средних оборотах оно самое то, вот ровненько идет, как крейсер плывет просто по глади воды. И мотор работает на малых оборотах, и скорость средняя. В общем, золотая середина, скажем так. Так вот, только что поливало, а сейчас вот такая вот прекрасная солнечная погода. И очень мелко. Местами лодка задевает лыжей. И отработали. Все, теперь все время то, что осталось у меня до вечера, это мое. Только вот опять идет ливень, дождь, и идет очень быстро. Так что вот такая вот погода. Солнечная погода сменяется дождем. И только что вот помочило, полчаса не было дождя, и вот опять идет темень, все белым-бело. Самое интересное, никуда от него не убежать, все равно догонит. А попробуем дать немножко полного газу. Обкатка близится к завершению. Скоро будем ездить на полную мощь. Так, ладно. Перекур. Дождь. Получается, я его догоняю, он идет туда. Решил остановиться, переждать. Так, ветер куда? Нет, ветер идет сюда, да. Пусть он уйдет. Сначала вот эта туча. Там вроде светло. Попробуем покидать.
Вот, утка вся уже на крыле собирается перелетать. Кряквы, черки. О, сколько ее. Очень-очень много. Но к ней не подойти. Охота у нас уже неделю как открыта. Взял с собой ловушки для гальянов. Попробую поставить по пути. И на озере попробуем подойти. Может быть, повезет, добудем уточку. Так, ну что. А пока достаем спиннинг. И будем пережидать непогоду с рыбалочкой. Так, ну дождик вроде прошел. Но рыба не ловится. Окунь, щука не клюет. Ни язя, никого. По крайней мере, на спиннинг. Мужики вон там на удочку. Раз лодка плавают, рыбачат, может быть, на удочку и клюет. Но на спиннинг пока не хочет. Вода чистая. Видимость идеальная. Ну, не хотят. Так, ну вот нашел окуневую стаю. Походу, не знаю, стая не стая. Но одного окуня поймал. Вот, слышно, да? Еще красавчик. И была вторая поклевка. Ну вот и все. Отгрызли хвост последнему твистеру. Последнему виброхвосту, вернее. А без хвоста навряд ли что будет ловиться. Так. Что еще у нас есть? У нас есть такой здоровый еще виброхвост. И все. Потом одни твистеры. Так, походу я рано радовался. 2-3 поклевки, что были. На этом все закончилось. Порвал уловистый воблер. И все на этом закончилось. В общем, пойдем сходим, посмотрим грибочки. Тут недалеко от берега есть бор. Неделю уже льют дожди, так что посмотрим. Возможно, пошел белый гриб или красноголовики. Сейчас глянем. Это недолго. Это недолго проверить. Так, ну вот мы и поднялись на берег, в лесок. И вот вижу такую картину. Все перерыто. Это, скорее всего, медведь что-то искал. То ли муравьев, то ли еще что-нибудь. Вот. Видно, что все. Весь мох перерыт. Ну вот и беломошник бор. А грибов чего-то пока до сих пор не видать. Неделю уже поливают дожди, но видать этого маловато.
стоят створы. Раньше здесь на реке у нас было судоходство. До сих пор еще створы стоят. Вон первый грибочек. Не знаю, что за хрень. Походу груздь. Но я их не собираю, потому что все пластинчатые грибы для меня это поганки. Раньше грузди садить, помню, собирали на бару, которые растут. Мать вымачивала их, солили, нормально так было. А сейчас я даже не знаю. Нет, если на бару увижу, да, кучу целую, можно будет собрать. А чё мне один гриб? Прошлый год здесь поздней осенью белые грибы были, но они были уже заморожены. После заморозков я сюда приходил, собирал бруснику. В этом году пока еще не выросли. Ладно, прогуляемся немножко. Да, нет, нет. Вон. Это что? А это у нас сыроежки. Прошлый год один раз даже я их собрал и пожарили. По рецепту Ольги Мальковой. Оля, привет. Ну, в этом году что-то не хочется. Не густо. Значит, еще маловато дождей для грибов. Через недельку еще придем, проверим. Вон еще сыроежки. Вон молодой гриб. Вон еще молодой гриб. Хрустящий. Можно было бы их собрать, конечно, на зажарку. Вон их сколько повылазило. Вон гриб, сыроежка. Брусника в этом году есть. Она уже покраснела. Но еще чуть-чуть надо подождать. Недельки 2-3, чтобы она не просто красная была, а черная. Тогда она вкусная. Ой, сколько сыроежек. Олю Малькову бы сюда. О! Вот что нашел. Это не просто камень, это брусок. Это брусок точить ножи. Конечно же, я возьму его с собой. Раньше такими брусками точили ножи. Вот это находка. Что вот она делает посредь бора? Ну, грибов не нашли, зато брусок нашли. Старинный. Раньше это как бы точильный камень. Мне бабушка рассказывала, что ездили куда-то на Урал. Далеко-далеко. Не ездили, а ходили. И оттуда, не знаю, зимой на нартах или как там, привозили вот эти точильные камни. До сих пор в деревне вот такие большие круглые точильные камни. И точили косы, горбуши, топоры. Большое такое корыто с водой. Этот большой точильный камень. Один крутит, второй точит. Это с больших камней. А с маленьких делали вот такие вот брусочки. Вытачивали. Вот получается историческая находка. Точильный камень, брусок, привезенный с Урала по-любому. Здесь поблизости таких камней нету. С Уральских гор его возили. Так, ну чё, кроме сыроежек я ничего не вижу. Так что долго гулять по лесу мы не будем. Крутанемся и обратно. У нас еще много очень делов. Надо перекусить и заняться делами. День короткий сейчас уже. Вон какая вкусная брусника. А собирать ее пока не буду.
Пусть наливается. Так, ну что, друзья, вот и первый белый гриб, походу. Вот он. Пошли, родимые. Пошли, родимые. Блин. Я даже ножика не взял. Вот такой вот красавец-грибок, боровичок. Есть первый. Я уже было шел обратно. Теперь мы посмотрим внимательно. Может быть, еще что найдем. Значит, скоро должны пойти. Раз мы нашли один гриб, значит, где-то, если будут поливать дожди, через недельку должны пойти массово. Начало есть, продолжение должно быть. Походу еще что-то нашел. Вот сыроежка. Вон еще грибочек. Подосиновик. О! Чистый-то чистый, но он какой-то весь мягкий. Не знаю. Ну пока возьму. Но вряд ли он до дома дойдет. Ножка пригодится. Может быть. Не, ножка червивая. Вон какой червяк съел его. Может быть, насобираю на жареху. Вон, друзья, посмотрите, сколько брусники. Вон. Так что, как созреет, надо будет сюда прийти пособирать. Вот это красота. Чуть-чуть подождем. Главное, чтобы не было заморозков, чтобы она... Вон ее сколько. Вон. Вон какая красота. Вон. И грибочек нашли. Этот крепенький. Ладно. Возьмем. Дома почистится. Так. Вот еще один вижу. Вот еще один. Так что, может быть, еще что-нибудь да пособираем сегодня. О, красавчик. Так, ну и 2 грибочка дают шанс найти целую семейку. Полбора обошел, ничего я не нашел. А тут в одном месте 2 грибочка. Но только походу 2 и есть. Только-только они начали, получается, расти. Значит, дня, даже не через недельку, а дня через 3-4 надо будет идти за грибами. Вот. GoPro видео. Третий гриб, друзья. Очень много сыроежек. Если бы собирал сыроежки, собрал бы уже, наверное, пол-ведра точно. Вон крепышок какой. Вон красавчик. Вот такой вот. Грибов немного. С прошлых 2 грибов, наверное, минут 15 уже ходил. Только-только начали расти. Но пошли. И это радует. Ну вот пока и все. 3 грибочка,
4 вернее. 1 белый и 3 красноголовика обнадежили. Обошел весь бор. Ничегошеньки больше я не нашел. Куча сыроежек. Очень много. Можно было бы собрать ведро при желании. А нормальных грибов нет. Ладно. Поехали дальше. По пути еще есть одно местечко. Туда, правда, очень высоко подниматься с берега. Ну, сходим, посмотрим там. Если здесь пошли, возможно, там пошли тоже. Я так думаю, на сковородочку грибов сегодня мы собираем. На маленькую сковородочку уже есть. Думаю, это еще не все. Поехали дальше. Так, ну вот, приехали еще на одно место. Эти грибочки оставляем здесь. Опа! Так, надеюсь, не унесет. Якорь скидывать не будем, чтобы не пачкать. Ветра сильного нету. Тем более ветер северный. Если унесет, то все равно вкурю. Вот, надо подняться на эту горочку. Жалко, день подходит к концу. Сколько? Часик у нас остался, не больше. Ну, посмотрим с разведкой. Пошли грибы здесь, не пошли. Недели 2-3, наверное, назад с Лехой здесь ходили. Ничегошеньки не нашли. Посмотрим, пошли ли грибы сейчас. Интересные следы. Походу лось то ли спустился, то ли поднялся. Вон лосиные следы. Он пошел. Вот он здесь пошел. Вон какая крутая гора. И он здесь, скорее всего, спустился. На тот берег перешел. Блин, ему-то проще. Тут замучишься подниматься. Пойду, лучше обойду. Вон второй. Что-то след. Так вот. Здесь спуск. Здесь будет немножко проще. Полчаса прогулки по сосновому бору. И ни одного грибочка. Пару сыроежек видел. Здесь почему-то даже сыроежки и то не выросли. Там хоть сыроежек много было. Вот так вот. Бору разница. А здесь бывает очень много грибов. Видать, еще не успела грибница пропитаться влагой. Ну ладно. Прогулялись. Посмотрели, убедились. Значит, можно еще недельку подождать. Через недельку можно будет сюда опять приехать и посмотреть. Брусника с прошлого раза уже покраснела, но еще не почернела. Так что, если будет время, и за брусничкой сюда приедем. Планов было на сегодня очень много.
День пролетел вообще незаметно. И ну, практически ничего не успелось запланировано. Главное, во-первых, мы отработали. Во-вторых, что во-вторых, немножко грибов собрали. Ну, ловушки для гальянов не закинули. Уже не успею, пока до озера дойду, уже стемнеет. И рыбы мы не поймали, только 2 окуня. Так что, если успею, сейчас еще остановлюсь на перекате. Хоть немножко, может, хорюсков подергаю. Осенний день вообще, ну я считаю, тоже осень. Конец августа, это уже у нас уже осень. Надо раньше вставать и пораньше выходить, если что-то хочешь успеть. А так, туда-сюда, если летом можно было успеть после работы много чего, то сейчас уже все, уже ничего не успеваешь. Ладно, что успели, то успели, поехали. Главное, мы обкатали нашего красавца. Осталось буквально пару часов, и можно будет кататься в полную силу уже. А пару часов это еще один выезд на рыбалку. Как-то так. Так, ну чё, полпути где-то проехали, даже немного больше. Проезжаем как бы хорошее рыбное место. Ну и грех не попробовать. Попробуем? Попробуем. Здесь бывают неплохие окунярики. Здесь бывают неплохие щупарики. Посмотрим, хотят они кушать, не хотят. Трава. Сначала покидаю маленькую блесенку. О, вот и первая поклевка сразу. Вот такой вот красавец окунь. Вот Енцикадан. Енцикадан. Так, это хороший знак. Первый заброс и сразу... О, сразу вторая поклевка. Но это мне нравится. И это мне очень нравится, друзья. Значит, к вечеру окунь у нас получается что? Активировался. Можно ставить блесенку покрупнее, наверное. Так, ну ладно. Немного сплавимся. Так, да, сейчас, пожалуй, сразу поменяю блесну. Потому что если ударит щука, эта блесенка у меня может и не справиться. Так. Попробуем вот эту. Она так-то хреновенькая. Вот я не знаю, почему Blue Fox. Вроде бы даже... Опа. Вроде бы даже и оригинальный. А рыбу не ловит. Вот такой вот. Да, Blue Fox с колокольчиком. Все такое. Просто, видать, расцветка не такая. И почему-то рыба на нее плохо ловится. А так и вес, и тройник хороший, острый, и крутится хорошо. Но почему-то на нее не ловится. Сейчас посмотрим. Все хорошие блесна, которые у меня были в этом году, благополучно оставил в реке. Что-то
это было. Что-то из-за плохой плетенки, что-то зацепило. В общем, около 7-8, наверное, блесен я оставил в этом сезоне в реке. Остался без уловистых блесен. Так, что, поднимемся повыше, наверное. Ну вот. Поставил опять маленькую блесенку, и дело пошло. На эту, я говорю, вот эта блесна какая-то вообще не уловистая. Не хочет, как хочет. Иди, контейнер, сюда. Клевка на воблер. Что-то хорошее. Вот такой вот кабанчик. Я тут на резинке, на всякую фигню рыбачу. Вон, оказывается, на что надо рыбачить. Опять же поставил донбасский воблер. И сразу же второй бросок, и сразу последовала поклевка. Ну все, теперь до темноты я уж точно этот воблер не поменяю ни на что. Зато бахает так бахает. Может взять и щука, может взять и окунь, и тот же язь берет. Кого я не ловил на этот воблер, так это только, наверное, хариуса. Все, что ли? Пофиг, все равно менять не буду. До темноты кидаю этот воблер. И я думаю, что-нибудь да мы еще поймаем. О, была поклевка. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Он даже такой вот окушок и то атакует. Так что грибов сегодня мы не собрали, зато, надеюсь, уже поймали что-то. Думаю, еще что-нибудь поймаем. Рыбки мы, надеюсь, наловим. Жалко, времени мало осталось. Опа, 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 опа. Ну, что есть, то есть. Есть контакт. Иди ко мне, моя хорошая. Скадан взял на мели возле берега. Ну где же щучка-то? Опа, есть, есть. Это не щука, это окунь. Ну тоже хорошо. Вкусный воблер, да? Вкусный донбасский воблер. Привет, Сереге, Башко. Серега, твой подарок накосил уже столько рыбы за эти сколько, лет 5, наверное. Этот воблер у меня, как ты мне его отправлял, подарок давным-давно уже. И как мы видим, весь покусанный, с оторванным хвостом, но продолжает ловить. Еще один полосатик. Жалко, что быстро темнеет.
О, аж вдогонку. Где щука-то, а? Вот здесь, наверное. Камеру только что, бац, и сразу поклевка. Блин, с включенной камерой так не клюют. Куда-то язь пропал. Опа, давно язя не было. Щуки давно не было. Хорошо, хоть окунь на Печоре есть. Окунь кормилец. Вот такой вот. Красота. Кто-то говорит тоже про окуня, что это сорная рыба. Могу поспорить. Если классно приготовить его, в меру подсолить и подкоптить, вообще вкусняшка. И горячего копчения. Вот я вот хочу сейчас наловить именно на горячее копчение. Но когда хочешь, почему-то не получается. Сегодня встретил рыбака, говорит, окунь весь на середине, в траве типа его нету. Это может быть днем. Я вот парочку тоже поймал там на середине. Сейчас ближе к ночи весь окунь на мели возле берега. На середине ни одной поклевки не было. Прошлый год, помню, тоже где-то здесь, а нет, чуть выше. Также возвращался с работы, остановился и на мели надергал, наверное, пол-ведерочка окуней хороших таких, тоже на этот воблер. Сначала потихоньку, потом смотрел, там вода аж кипит, косяк целый. Сегодня такого пока не вижу. Так, ну что, тишина. Немножко половили. И все. Поехали дальше. Вообще-то уже скоро надо будет ехать домой. Так, что у нас по бензу? Что у нас по бензу? Нормально. Больше полбака еще показывает. Мы уже проехали на баке, сейчас скажу вам. Но первый день-то ладно, там не считается. Там вообще, может быть, с Ромкой, что мы там накатали? Километр. Полтора от силы. Второй раз, вчера мы выезжали, доезжали до сюда, здесь где-то, так, около, ну да, километров 12 где-то, наверное. 12 туда, 12 обратно. 24. Ну пусть скажем 25 километров. И сегодня 30 туда и 15, грубо говоря, обратно. 45 и 15, 55 километров. Ладно, потом бак сожгу полностью, примерно прикину, на сколько километров хватило нам бака.
Вот это щука. Где-то килограмма на 3-4 щука выходила из воды. Даже, можно сказать, зацепилась. Она в прыжке, я уже поднимал, она здесь возле лодки прямо. Сиганула, зацепилась и сошла сразу. Вот такая вот. Блин, я уже хотел уходить, быстро-быстро тянуть. Тянул. Значит, щука здесь еще есть. Вот. Это не то, это окунь. Блин. Ну теперь я уж точно отсюда не уйду. До темноты. Хотел уже ехать. Поймал одного окуня только и все. На этом месте. Но щуренцы здоровые. Лучше бы эта щука не показывалась бы вообще нахрен. Потерял полчаса времени. Бесполезно. Так она больше и не появилась. Кидал вертушку, кидал воблер, один, второй. Кидал резину. Бесполезно. Мудрая щука. Не зря такая выросла. На килограмма 3-4 точно было. Бахнула уже на подъеме. И все. Хватит. Самое печальное, что мы не взяли с собой фонарика. Блин, хотел. Так что надо на полных парах ехать домой. Ну что, подводим итоги. День прошел очень и очень быстро. Успели побывать много где. Мало из запланированного сделано. Просто слишком много поставили планов. Ну, без рыбы мы домой не едем. В нашем контейнере вот есть рыбка на жареху. На жареху, на засолку. Будем солить. Соберем ведерочко. И потом будем коптить горячим копчением. На сегодня все. Обкатка подходит к концу. Еще немножко. Еще один выезд на рыбалку. И мы будем делать первое ТО. То есть менять масло в редукторе. Заливать обычную смесь. И будем ездить на полную катушку. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.